Аль-Бухари. Его настоящее имя Мухаммад Аль-Джаафи. Родился в городе Бухара в современном Узбекистане спустя пару сотен лет после смерти пророка. Аль-Бухари был совершенно обычным человеком. Его возвеличивание, которое вы слышите сегодня, началось лишь спустя сотни лет после его смерти. Аль-Бухари в целом ничем не отличался от людей своего времени. Были люди, которые его защищали, а были те, кто не доверяли ему и считали его лжецом. Старик Аль-Бухари много рассказывал о себе. Например, что когда он был ребенком, он запомнил свыше 70 тысяч хадисов. Вам, наверное, сложно представить себе такую цифру. Давайте рассмотрим это поближе. Его знаменитый сборник Сахих Аль-Бухари состоит в основном из 6 томов, 2000 страниц и более 70 тысяч хадисов. Это значит, Аль-Бухари, будучи ребенком, запомнил в 10 раз больше, чем его финальный сборник, 60 томов, 20 тысяч страниц. Если учесть, что в среднем на страницу приходится по 450 слов, то получается, он запомнил 9 миллионов слов. Но не только это. Бухари утверждал, что он также помнил имена всех передатчиков, даты и места их жизни. Вы скажете, что это нормально, просто он был талантлив. Но давайте рассмотрим, почему это ложь. Во-первых, как будучи ребенком можно запомнить 70 тысяч хадисов? И где он нашел 70 тысяч хадисов в своей пустынной местности? Но давайте опустим это. Ребенок — это где-то между 5 и 12 годами. Предположим, он слушал по 10 хадисов в день, при этом не имея времени ни на что другое. Это значит, что только для того, чтобы услышать 70 тысяч хадисов, ему понадобилось бы 19 лет. И то только при том, что он запоминал каждый хадис с первого раза, не нуждаясь в их повторении. Тогда давайте представим, что он начал запоминать хадисы с 5-летнего возраста. Это значит, что когда он будет знать все 70 тысяч хадисов, ему будет 24 года. Так как же Бухари заявлял, что он запомнил 70 тысяч хадисов, когда был ребенком? Давайте посмотрим на это с научной точки зрения. На самом деле никто не в состоянии запомнить такое число хадисов. Человеческий мозг в принципе не способен воспринимать такое количество информации одновременно. 20 тысяч страниц, 9 миллионов слов, в детском возрасте. Вы держите нас за идиотов? Это невозможно, разве что у Бухари была одна из форм аутизма, синдром Саванта, или другое заболевание, позволявшее ему удерживать всю информацию, поступающую в мозг, но при этом ограничивающее функционирование других областей мозга. Другими словами, нужно обладать психическим отклонением. Одним из лучших людей в запоминании является китайский рекордсмен Шао Лю. Он запомнил около 68 тысяч цифр числа π после запятой. Если записать эти цифры словами, то выйдет, что Бухари запомнил по меньшей мере в 132 раза больше слов, чем Шао Лю, будучи ребенком. Этого не может быть с научной точки зрения. Человеческий мозг запоминает только важную информацию, потому что ваша память ограничена, и она закончилась бы в считанные дни, учитывая, что как информация в деталях запоминалось бы все, что вы видите, ощущаете, слышите, каждый шаг, каждое движение, каждая мысль, приходящая в голову. Аль-Бухари говорил, что в 16-летнем возрасте отправился в Мекку с матерью и братом для совершения хаджа. Но мать с братом вернулись, а Бухари остался. Он говорил, что пробыл там 2 года, а затем отправился в Медину, когда ему было 18. После этого он объездил весь Аравийский полуостров, побывал в Багдаде, Басре, Куфе, Иерусалиме, Египте и на Луне. А затем продолжал путешествовать 16 лет. Собрал 600 тысяч хадисов и в конечном итоге сказал, что 593 тысячи были ложью, и оставил лишь 7500, назвав их достоверными, в конечном итоге собрав свой Сахих Аль-Бухари. Если вы проанализируете все это, то поймете, насколько эта эпоха была полна фабрикаций. 600 тысяч хадисов, и только 7,5 тысяч из них правдивые. Это значит, что 98% хадисов Мухаммада были ложью. А также это значит, что теоретически из 100% мусульман только одному можно было доверять. Это уже и так заставит сомневаться в том последнем мусульманине, но в первую очередь это заставит сомневаться в самом Аль-Бухари. Аль-Бухари говорил, что для того, чтобы убедиться в том, что хадис достоверный, он спрашивал нескольких человек. И для того, чтобы убедиться в надежности передатчиков, он расспрашивал о них их родственников и их соседей, был ли передатчик надежным в повседневной жизни.
Рассказ Бухари о том, как он тщательно проверял надежность хадисов, наводит на мысль, что для того, чтобы проверить один хадис, ему понадобился минимум месяц расследований. Но давайте упростим задачу для Бухари и предположим, например, что он слышал по одному хадису каждый час. И, допустим, проверка каждого хадиса занимала бы не месяц или неделю, а тот же час. Также предположим, что на сон, еду, передвижение и другое у него уходило не более 10 часов в день, при условии, что он вообще ничем другим в жизни, кроме собирания хадисов, не занимался. Получится, что он записывал, расследовал по 14 хадисов в день. В итоге, такими темпами, для того, чтобы собрать 600 тысяч хадисов, ему потребовалось бы 110 лет. Но никак не 16, как утверждал сам Бухари. Кроме того, за эти 16 лет он написал не только Сахих аль-Бухари, но еще и 18 других книг по размену минимум таких же, как Сахих аль-Бухари. Также он говорил, что запомнил 70 тысяч хадисов, будучи ребенком, а когда вырос, выучил еще 300 тысяч. Из них 100 тысяч были признаны верными, а 200 тысяч слабыми или ложными. Помните, что мы сказали в начале о 9 миллионах слов, 70 тысяч хадисов? Теперь выходит, что Бухари запомнил более 38 миллионов слов, или более 240 томов, что уже в 558 раз больше рекорда Шаолю. Давайте на чистоту, это же полный бред. Но это еще не все. Как заявлял Бухари, он запомнил 100 тысяч хадисов достоверных и 200 тысяч слабых хадисов, верно? Как же? Как он мог знать 100 тысяч достоверных хадисов, если он сам говорил, что после всех странствований ему удалось собрать лишь 7500 достоверных хадисов? Куда же делись остальные 93 тысячи? Почему он тогда их не включил в свой достоверный сборник, в котором, как предполагалось, собраны все известные достоверные хадисы? Первое же доказательство того, что сборник Бухари ложь, сам Коран. Сам священный Коран доказывает, что Бухари лжец. Коран по много раз упоминает, что Мухаммад простой человек, как и другие люди. Он не творил чудес или чего-то в этом роде. В Коране так много аятов, в которых говорится о тех, кто не верил в Мухаммада как пророка. Те люди постоянно просили его совершить какое-то чудо, чтобы поверить ему. Но Мухаммад не совершал никаких чудес и продолжал повторять, что Коран его чудо. Коран – чудо Мухаммада. Повторение аятов о том, что Мухаммад не был кудесником, доказывает, что больше всего люди говорили об этом, потому что люди знали, что он был таким же, как и они. Но в хадисах, особенно у Бухари, вы найдете прямо противоположное, где описывается Мухаммад как святой, легендарный красавчик, для которого совершение чудес было обыденным делом. Однажды во время битвы Урва кто-то из солдат Мухаммада привел ему козла в качестве трапезы. Солдат был удивлен, когда Мухаммад позвал остальных присоединиться к трапезе. Сколько бы они ни ели, еда не заканчивалась, но ее становилось все больше. Странна эта история не только тем, что она противоречит Корану, утверждающему, что Мухаммад не творил чудес, но и тем, что практически такая же история повторяется в Евангелии, когда Иисус накормил 5000 человек 4 буханками хлеба и 2 рыбами. Притом, чем больше они ели, тем больше еды оставалось. Эта история украдена из Евангелия. С той только разницей, что Иисуса поменяли на Мухаммада. Другой случай произошел с одним из солдат, которого ранили в глаз так, что тот выкатился за пределы глазниц. Мухаммад просто взял и голыми руками вдавил его на место, да еще так, что тот стал видеть лучше, чем раньше. Или, например, когда Мухаммад вызвал дождь. Или когда говорил с деревьями. Или с животными. Если бы все эти истории действительно были правдой, Мухаммад не описывался бы в Коране как обычный человек, единственным чудо которого является ниспосланный ему Коран. И народ не донимал бы его расспросами, где же его чудеса. Да и сам Коран упоминал бы эти чудеса. Но сами подумайте, в Коране есть отдельная сура, в которой раздаются проклятия Абу Ляхабу и его жене. Но ни в одной суре не нашлось места для упоминания чудес пророка. Вот что из двух вещей важнее? Смешать Абу Ляхаба с дерьмом или упомянуть чудеса, которые будут помнить веками? Хорошо, тогда что с хадисами? Аль-Бухари выдумал их? Не обязательно.
Мухаммад был известен как обычный человек, не совершавший чудес, и это играло против него. Даже несмотря на Мухаммада как личность со всеми его речами, войнами и битвами, многие люди просто не пошли бы за ним, потому что не верят в него как пророка. А теперь представьте, что будет, когда он умрет. Никто не унаследует его. Поэтому люди, которые последовали за Мухаммадом еще до рождения Аль-Бухари, выдумали все эти истории, чтобы в глазах потомков Мухаммад выглядел достойнее, чем он был на самом деле. Даже в наше время, в век науки, квантовой физики и биохимии, люди все равно будут восхищаться человеком, который исцеляет слепых, лечит больных или изгоняет дьявола, даже если сам он последний невежда. А вы хотите, чтобы люди, жившие в палатках средневековой Аравии, не считали святым чудотворцем самую легендарную для них личность? Сахих Аль-Бухари и хадисы в целом, когда говорят об истории ислама и о пророке, очень часто упоминают город Мекку, и что она была центром торговли, центром поклонения и многое другое. Когда люди слышат все эти истории о том, как Мекка была важна, они думают, что все в мире знали о ней. Но дело в том, что ни один историк того времени ни разу не упоминал ни Мекку, ни единого рынка, находившегося там ни в одном источнике. Не упоминалось даже ни одного племени по имени Курейш. Я вам даже больше скажу. Нет ни единого исторического документа или археологического доказательства, которое доказывало бы реальность битв при Бадре, Хайбаре, Табуке или битве Урва, или любой другой, в которых участвовал Мухаммад и в которых погибали десятки тысяч человек. В любом случае, если мы начнем сравнивать противоречия между тем, что написано в хадисах и исторических документах, мы не закончим никогда. В то время как исламские тексты заверяют, что мусульмане покоряли занятые ими страны любовью, реальные летописцы заявляли прямо противоположное. Например, Ат-Табарани, живший спустя 300 лет после вторжения в Палестину, писал, что мусульмане заключили так называемый пакт Умара, и что в Палестину они зашли с теплыми объятиями. Однако историки, жившие в Палестине в период завоевания, заявляли прямо противоположное. Стоит еще упомянуть, что и сам пакт Умара – это форменный образец фашизма. Например, христианам запрещалось строить новые церкви или реставрировать разрушенные мусульманами. Если мусульманин хотел просто так зайти в церковь, христиане были обязаны открыть ему дверь и преподнести ему еду и воду. Или, например, что если мусульманин захочет присесть, христианин был обязан встать и уступить ему место. Другой пример лжи – история Абраха Аль-Хабаши, который хотел разрушить Каабу с помощью слона, но Бог наслал на него птиц, которые забросали его камнями. Но любой же человек, который в своем уме скажет, что это просто легенда. Но не бывает такого, что Бог приказывает птицам забросать камнями какого-то человека, потому что тот хочет разрушить здание. Но даже если вам трудно отделить бред от реальности, то спросите себя, почему Бог не наслал птиц, когда Кааба была разрушена спустя 50 лет после смерти Мухаммада? Или когда Кааба была разрушена во второй раз Аль-Хаджаджем ибн Юсуфом ас-Сакафи спустя 60 лет со смерти Мухаммада. Или спустя 300 лет, когда карматы вторглись в Каабу, вырезали всех находившихся там, сбросив их тела в священный источник Замзам и похитили черный камень более чем на 20 лет. Так что на сегодняшний день никто не знает, является ли отреставрированный настоящим или подделкой. Или в 1979, когда братья-мусульмане захватили Каабу и открыли по всем огонь, убив 382 человека и ранив более 1000. Или в 1996, когда Кааба была полностью разобрана и заново перестроена с фундамента до потолка, так что там не осталось ничего первоначального, кроме черного камня, который то не факт, что он настоящий. Спросите себя, почему Бог наслал птиц, когда не было никого, кто бы задокументировал бы этот случай. Зато когда есть свидетели и все средства для фиксирования подобного происшествия, Бог почему-то ничего не предпринимает. И с тех пор Кааба уже разрушалась минимум 12 раз. Кааба, ради посещения которой вы купите всю свою жизнь, чтобы поехать туда и помолиться рядом с храмом, который, как вы верите, построил сам Адам, была построена буквально 20 лет назад. Если мы хотим поговорить о противоречиях в Сахих Аль-Бухари, то там их действительно достаточно. Есть, например, много хадисов о религиозных обрядах, которые противоречат друг другу.
Притом противоречащих в очень простых вещах, как, например, возраст Мухаммада. Ему было 63, когда он умер, верно? На самом деле никто не знает. Однажды Аль-Бухари сказал, что 60, потом 63, а затем в хадисе от Муслима ибн аль-Хаджаджа 65, при том, что в другом хадисе тот же сказал 60. Или, например, сколько он оставался в Мекке. Некоторые хадисы у Бухари говорят, что 10 лет, другие 13, а некоторые хадисы Муслима говорят, что 15. И при этом всем считается, что все эти хадисы достоверны, а их передатчики никогда не лгали и не допускали ошибки. Вот другой пример противоречия. История из Сахих аль-Бухари. Была рабыня по имени Умейма бин Шарахиль, с которой пророк хотел переспать в доме своей жены. Пророк сказал ей: «Отдайся мне». Она ответила: «Разве может королева отдаться черни?» Так она описала Мухаммада. И тут пророк поднял руку, чтобы ударить ее, но она выпалила: «Аллах сохранит тебя». Но кто-то скажет, как она могла сказать Мухаммаду: «Аллах сохранит тебя», если Мухаммад вроде как посланник Аллаха? А потому что имя Аллах само по себе на самом деле не исламское. Аллах — это имя божества, которому арабы поклонялись еще до рождения Мухаммада. В общем, после того, как она сказала ему это, Мухаммад вышел из комнаты и позвал кого-то, чтобы взяли ее одежду и вывели ее из дому. Противоречие в этой истории в том, что она упоминается в Бухари снова, но только на этот раз Умейма бин Шарахиль называется уже не рабыней, а самой женой. История была повторена дважды, с двумя разными персонами, поэтому по логике минимум один из передатчиков соврал, если не сразу оба. Потому что если вы думающий мусульманин, то должны понимать, что никакой пророк с рабыней спать не будет. Но если Мухаммад, конечно, был пророком. Также есть хадис, в котором пророка спросили, что есть лучшее, что может совершить человек. Один раз он сказал верить в Бога, другой отправиться на джихад, третий совершить хадж, затем сказал совершать молитвы вовремя, потом слушать родителей, ну а в конце все же, что джихад лучше. Ты либо, если знаешь, что есть лучшее из дел, тогда назови это, либо просто молчи. Да, Бухари? Если вы хотите удостовериться, что большинство хадисов являются не только противоречивыми, но еще и выдуманными, то позвольте рассказать вам еще один. Жил-был некто по имени Абдулла ибн Салям, который часто слышал о человеке, который называл себя пророком. И так он решил сходить к нему, чтобы проверить это, потому что каждый встречный называет себя пророком. Когда он пришел к Мухаммаду, он сказал, что задаст ему 3 вопроса, и кроме пророка никто не сможет ответить на них. «Валяй», — сказал Мухаммад. Тогда человек спросил, каковы первые признаки судного дня, каковым будет первое блюдо в раю, и что делает ребенка похожим на отца, а что на мать. Мухаммад выдержал короткую паузу и сказал: «Джабраиль не спасал мне ответы». Затем Мухаммад ответил на вопросы, и как вы думаете, что же произошло после этого? Конечно же, парень признал Мухаммада пророком и тут же принял ислам. Однако, если немножко подумать, то станет очевидно, что этот хадис сфабрикованный. Вы спросите, почему? Хорошо, как Абдулла мог проверить его ответы? Для того, чтобы их проверить, нужно знать правильные ответы. А как он мог их знать, если он сам не пророк? Он же сам сказал, что никто не знает ответа, кроме настоящего пророка. Даже если предположить, что он не знал ответа, но принял ислам просто потому, что Мухаммад ответил на эти вопросы, вы не находите, что для этого нужно быть идиотом? Вы не допускаете, что Мухаммад мог просто выдумать их? Потому что, во-первых, нет никакого доказательства их ошибочности или верности, а во-вторых, потому что речь идет об абстрактных вещах. И, кстати, на третий вопрос он ответил так. Если из мужчины вышло семени больше, чем из женщины, то ребенок будет похож на отца, а если наоборот, то на мать. Что, как вы понимаете, абсолютный бред. Хадис этот был выдуман с одной лишь только целью, чтобы пропиарить Мухаммада и заставить людей поверить в реальность его пророческой миссии. Конечно, если мы будем обсуждать весь тот идиотизм, который есть в хадисах, мы не закончим никогда. Но вдогонку еще парочку хадисов. Когда кто-то просыпается, он должен высморкаться 3 раза, потому что шайтан спит в одной из ноздрей. Бог любит чихание, но не любит зевание. Когда кто-то заболел, пусть примет черного тмина, потому что он лечит от всех болезней, кроме смерти. Кто съест утром 7 фиников сорта аджва, не пострадает от магии яда.
И весь этот форменный бред вполне естественен для любой культуры на примитивном уровне развития. Вот только последователи Мухаммада не учли одного, что приписывая ему все эти учения, чтобы возвеличить его, они добились, пожалуй, обратного эффекта. Есть хадисы, где говорится, что в одну ночь Мухаммад мог переспать с 11 женами, и что его сексуальная сила равна 30 мужчинам, и что Аише приходилось отмывать сперму с его одежды перед тем, как он шел на молитву. Вы никогда не спрашивали, в чем польза всех этих хадисов? Что я, как человек, живущий в эпоху Илона Маска, Билла Гейтса и Стивена Хокинга, могу для себя из них вынести? В этих хадисах нет никакой пользы, кроме восхваления Мухаммада. Тебя каждый раз заставляют произносить «саллаллаху алейхи вассалям», когда ты слышишь упоминание Мухаммада, но никто не говорит ничего, когда упоминают Аллаха. Причина, по которой тот или иной хадис считается достоверным, заключается в том, что когда Бухари и другие собиратели сунна, желая убедить людей верить именно в их хадисы, а не в какие-либо другие, говорили, что они отслеживают, кому и от кого пришел хадис. Как правило, это выглядит так, что передается от такого-то такого-то, что он сказал-то, что такой-то такой-то, передал ему, что ему сказал такой-то такой-то, что пророк говорил так-то и так-то. Это называется иснад. Патрисия Кроун, историк и востоковед, приводит, что после смерти Мухаммада поначалу было лишь небольшое число хадисов, бытовавших среди людей, и что были попытки найти подтверждение этим хадисам. Однако, несмотря на то, что истоки хадисов искали люди, которые еще застали пророка, они все равно не могли определить всех передатчиков того или иного хадиса. То есть даже несмотря на короткий промежуток во времени со смерти Мухаммада, на тот момент у них все равно не было достоверных источников хадисов. Поэтому то, что спустя 200 лет находились люди, утверждавшие, что у них имеются сотни тысяч хадисов, в котором у них имеются иснады вплоть до передатчиков, услышавших их от Мухаммада, лучшее доказательство того, что эти хадисы сфабрикованы. Спустя 100 лет после Мухаммада никто не интересовался собиранием высказываний пророка. Хадисы начали появляться в эпоху противостояния династии Омейядов и Аббасидов в халифате, когда аббасиды пытались свергнуть Омейядов и занять их место. Омейяды нападали на аббасидов, говоря им, что они не следуют истинному исламу, потому что отвергают власть Омейядов. Поэтому Омейяды фабриковали рассказы, впоследствии ставшие называться хадисами, чтобы доказать людям, что действия аббасидов направлены против религии. Но аббасиды со своей стороны занимались ровно тем же, но только чтобы дискредитировать Омейядов. Мухаммад бин Шихаб аз-Зухри, один из тех, кого во времена правления Абд-аль-Малика ибн Марвана уполномочили писать хадисы для омейядов, сам говорил, что омейядские эмиры заставляли людей выдумывать хадисы. Выдуманные хадисы были одним из главных факторов столь быстрого распространения исламских завоеваний. Правители мусульман сочиняли хадисы, чтобы подстегивать людей на джихад, обещая им, что это прямой путь в рай, и что лучшее, что может совершить мусульманин, умереть на войне, после чего ему гарантированы 72 девственницы в раю. В общем, подойдут любые средства, лишь бы заставить их воевать. Однажды после победы над племенем Курейш в Медине Мухаммад приказал вырыть ров вокруг города. Когда копали ров, они наткнулись на большой камень, который им было не разбить в одиночку, и Мухаммад подошел к ним помочь. Он ударил по нему 3 раза, и каждый раз он убивал искры. И тут Мухаммаду вдруг открылось пророчество, и он увидел будущее. Он сказал, что первая искра означает, что Аллах откроет для мусульман Йемен, вторые, что страны Запада, а третьи, что страны Востока. Хадис выдуманный, потому что правителям хотелось захватить те страны. Есть почти такой же хадис, где на этот раз поменяли названия регионов на другие. Крепость Хира на юге Ирака и крепость Саны. Хадисы просто меняли свое содержание в соответствии с политической повесткой дня. Таким было начало хадисов, политическая агитация. А после этого хадисы обрели важность уже для простого народа, когда люди начали интересоваться жизнью пророка. Настолько, что они желали знать, какой рукой пророк ел, как он стоял, или как он сидел, когда ходил сам.
Все это использовалось для контроля над массами. Некоторые хадисы фабриковались правителями для оправдания убийства оппозиционеров и выставления их врагами ислама. Некоторые же сочиняли их, чтобы узаконить сексуальное рабство в исламе и оправдать мусульманских солдат, насиловавших женщин, которых они взяли в плен. И после этого вы слышите аргументы вроде «это же знак милосердия со стороны мусульман, их же не убивают, а всего лишь насилуют». Притом все эти прелести встречаются не только у Аль-Бухари, но и в любом другом сборнике хадисов, потому что они все скопированы в Бухари. Например, Муслим ибн Хаджадж, написавший Сахих Муслим, рассказывал о себе то же самое, что и Бухари, чтобы ему поверили. Мол, он так же, как и Бухари, объездил весь Аравийский полуостров, был в Мекке, Медине, Басре, Багдаде, Куфе, Египте и Сирии. По пути он якобы собрал 300 тысяч хадисов и в конце выбрал только 3000, отбросив остальные 297 тысяч. Притом никто не может точно ответить, сколько же из них он записал в своем сборнике. Одни говорят, что 3000, другие, что 4000, некоторые, что 7, а некоторые, мол, 12 тысяч. Я понимаю, выглядит все это весьма сложно. Юриспруденция, шариат, хадисы, матны, тафсиры. Проще дать шейхам решить все за тебя, во что верить, а во что нет. العقل ما ينفعش من مصادر التشريع لأن وظيفة العقل إزاي يطبق مصادر التشريع. Но поверьте, все намного проще. Сложность существует и в других религиях. В христианстве, например, тоже хватает своих тонкостей, вроде патрологии и других сопутствующих ей дисциплин. Но если что-то сложное и запутанное, это не означает, что это несет какую-то пользу. Хадисы не имеют под собой никакого фундамента, этого уже достаточно, чтобы в них не верить. Но даже если ты хочешь в них верить, стоит понимать, что это никак не играет на руку твоей религии. Потому что если ты посмотришь на них как цивилизованный человек из 21 века, то ты поймешь, насколько хадисы дискредитируют образ Мухаммада. Там столько бреда и жестокости. Сунна пророка буквально пропитана кровью, ненавистью, сексуальной озабоченностью и бесконечными половыми актами. Нормальный человек едва ли сможет все это переварить, особенно если он заявляет о себе как о Божьем посланнике. Итак, хадисы не были написаны с целью служить историческим источником исламского учения. Задача их заключалась в оправдании действия правителей. Без историй, говорящих, что делать и чего нет, правителям сложно было бы управлять толпами. Без историй, в которых Мухаммад позволяет себе убивать всех подряд и спать с кем захочет, или расторгать брак, потому что жена не желает делить с ним постель, или где пророк берет в жены ребенка, правителям сложно было бы оправдать подобные действия со своей стороны, потому что сами они вели жизнь, подобную Мухаммаду. Привяжи что-либо к доводу, что Мухаммад делал так же, и никто не посмеет сказать тебе, что ты не прав. Если в обществе отсутствует мерило нравственных ценностей, и люди отключают свой разум, следуя средневековым книгам, которые диктуют, что делать, а что нет, то это очень хорошо работает. И этим успешно пользовались правители мусульман, чтобы утвердить авторитет сунны пророка, изложенный в хадисах. Ведь не так важно, насколько бессмысленный, антинаучный или жестокий тот или иной хадис. Важно то, что ты обязан следовать этому учению, если не хочешь стать кафиром. И уж коль скоро ты стал кафиром, то помни, уже есть хадис, который приговорил тебя к смерти. I hate you for the sake of Allah. You hate me for the sake of Allah. I hate you for the sake of Allah. All right. I hate you for the sake of Allah. Every Christian, I hate you all for the sake of Allah. Any Jew, any Christian, I hate you all for the sake of Allah. He hates me for the sake of Allah. You hate these and the other bastards. Would you kill me if you get a chance? If we're in war, I would chop your head off. Yeah, Allah guide you. If we're fighting in war, am I supposed to let him kill me? I said if we are. No, let's ask this again. Do you hate me? Yes, I hate you for the sake of Allah. Who taught you to hate me? Я имею в виду, когда они призывают мужчин сражаться за Аллаха, что они им говорят? Если вы будете сражаться, если вы умрете во имя Аллаха, вы получите 72 девственницы, и у них будут круглые груди, как гранаты, а кожа у них будет такая белая, она будет полупрозрачной. Что это за Бог такой? Он похож на сутенера, который пытается убедить этих мужчин, что если они умрут, он даст им кучу сексуальных рабынь, с которыми они могут делать все, что захотят, и эти женщины не смогут им сопротивляться. Это прием для соблазнения мужчин, верно. Вы убиваете мужчин, забираете их мальчиков себе и воспитываете из них мусульманских солдат.
а женщин и девочек берете в свои сексуальные рабыни. И не просто небесные секс-рабыни, а земные секс-рабыни. Это то, что случилось с езидскими женщинами в Ираке. Из уподобления неверующим говорить на их языке без нужды. Умар, братья, запрещал говорить на неарабском. То есть представьте себе где-нибудь в республике какой-нибудь, в Татарстане. Хорошо, у них татарский язык. Если бы вы жили во времена Умара и между собой сказали бы абы, халярагиз и так далее, Умар бы поругал бы тебя. Сказал, ты почему на этом языке разговариваешь? Разговаривать нужно на каком? На арабском. Это язык мусульман. Язык мусульман Аллах субхану тааля выбрал. Хочешь ты, можешь ты сейчас миллион раз говорить, что вот вы там арабам, никто арабам не уподобляется. Аллах субхану тааля, подобно тому, как создал арабов, создал для них язык. И на этом языке, хорошо, то есть выбрал свое послание и сделал его языком мусульман. То есть подобно тому, как сегодня международный язык говорят, что английский и так далее. Международный язык мусульман это арабский. Каждый мусульманин должен знать арабский язык, хочет он того или нет. И поэтому, то есть, говорить нужно на нем, и это лучше, когда человек разговаривает на арабском языке с тем, кто, то есть, понимает его и так далее, это ауля. و یک قسم حیوان خلق کرده و اون زنها و خانمها هستن.